Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Елена Фремина, добрый день. Какова текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе? Добрый день. На 14 января у нас зарегистрирован 141 новый случай новой коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске это 60 случаев, и еще в 15 районах нашей республики. Наибольшее количество это в Мирнинском 19, Алданском, Нерюнгринском по 12, Мегино-Кангаласском 11 случаев и в Ленинском это 6 случаев. В остальных районах от 1 до 4 случаев. За сутки проведено свыше 2700 исследований на ковид. Всего с начала пандемии обработано 886 524 теста. Мы хотели бы сказать, что вчера был как раз прямой эфир, и мы обсуждали вопросы вакцинации. Надо отметить, что у нас сегодня на территории республики имеется 5000 доз новой коронавирусной, вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация идет в городе Якутске, в 8 районах нашей республики. И вот последняя партия, которая поступила буквально вчера, 2200 доз, также направлена еще в 5 районов нашей республики. Это Вилюйская группа и город Мирный. В начале следующей недели мы ожидаем дополнительно еще 22 тысячи доз, которые будут распределены по районам нашей республики. Мы сегодня уже ведем предварительную запись на вакцинацию. Открыта эта запись во всех медицинских организациях. Вакцинация будет проводиться только в медицинских организациях государственного статуса. И мы будем выезжать на предприятия, если будут организованы заявки свыше 1000 человек. Это все связано с тем, что новая вакцина имеет определенные сложности транспортировки и хранения. Она отличается от привычной, например, той же самой вакцины от гриппа, занимает наиболее дольший срок оформления, осмотра врачом, подготовки, проведения вакцинации. Хочу сказать людям, которые провакцинировались уже, чтобы всегда заполняли дневник самоконтроля, который размещается на сайте госуслуг. Там есть напоминание, каждый раз приходит СМС-оповещение о том, что нужно зайти и заполнить дневник самоконтроля. Это очень важно для динамического наблюдения. Хочу сказать, что уже привито на сегодняшний день 1800 человек, 324 человека получили уже полный курс, то есть закончили вакцинацию. Пока в Республике Саха-Якутия нет каких-либо случаев осложнений, каких-то побочных эффектов. Все, в принципе, хорошо вакцину переносят. Бывают небольшое недомогание, которое предусмотрено, в том числе по, инструкции к этой вакцине, небольшое, может быть, повышение температуры, ломота в теле, либо болезненное ощущение в месте укола. Прочих же осложнений не зафиксировано. Я призываю всех, все население прийти очень внимательно к вакцинации. Если есть желание записаться, медицинские организации будут приглашать вас на прием самостоятельно. Потому что есть определенные, еще раз повторю, сложности. Да, на одного пациента уходит где-то от 40 минут до часа. Поэтому, чтобы не было столпотворения, большого наплыва наших пациентов, еще раз акцентирую, что все-таки должно быть это по предварительной записи. А так всех поздравляю с прошедшими праздниками, желаю всем здоровья, благополучия, берегите себя. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом о текущей эпидобстановке в регионе. Далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главных темах. Якутская гордума приняла отставку Сардана Авксентьевой с поста мэра столицы. Житель Якутска стал жертвой системы должников. Мужчине вменяли штраф более 1 000 000 рублей. С февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Документы о здоровье перейдут в электронный формат. Якутская гордума провела сегодня внеочередную сессию о принятии отставки мэра Якутска Сардана Авксентьевой. Большинство голосов, это 17 депутатов, проголосовали за добровольное сложение полномочий. Против отставки высказались 6 человек. Между тем, согласно уставу городского округа, Дума после отставки тут же приняла решение и о назначении исполняющего обязанности главы. Им назначен первый зам Евгений Григорьев. Отмечается, что это временная мера до проведения всенародных выборов. Вопрос об
об их проведении будет решен в начале февраля на очередной сессии Гордумы. Также пока остается открытым вопрос, будут ли выборы проведены в досрочном порядке. По закону на это отводится 6 месяцев после принятия депутатами отставки действующего главы города. Основные вопросы, которые сегодня